Женщины, которые приехали из Сирии, хочу сказать, что все находились в состоянии посттравматического стресса. Это выявлялось тем, что были постоянно слезы, состояние депрессии, очень высокий уровень тревожности, где-то какое-то состояние нестабильности, неуверенности в завтрашний день, даже ощущение какого-то страха, что же будет завтра с ними. Потому что вот этот страх, то, что их там преследовали в Сирии, то, что их там запугивали, если они обратно вернутся на историческую родину, что может что-то с ними произойти, либо с детьми, вот это сопутствовало на протяжении какого-то определенного уровня. Мой муж тоже неоднократно сидел в тюрьме за то, что мы хотели выехать оттуда. Я один раз сидела в тюрьме, и все они спрашивали вопрос: ты хочешь домой? Я говорю: да, я хочу домой. Почему ты хочешь домой? Я говорю: я не могу здесь, отпустите меня. Они говорят: если ты будешь убегать, мы будем расстреливать. Я первое время боялась бежать, потому что там все было заминировано. Многие подрывались на мине, многих отстреливали снайперы. Я ждала дорогу, может, будет. Те, кто был в ИГИЛ, они вывозили, когда уже в конце, они сами вывозили своих семей, а кто им был не нужен, они не давали им выходить. Как было страшно сидеть в тюрьмах. Что как забирали людей, они больше не возвращались в камеру. Сами же, например, боевики, которым мы поехали туда, убивали же нас же самих за то, что мы обратно хотели выехать. Убили тех людей, которые мы были всегда вместе. Сейчас их дети вот приехали, они во второй группе. Біз оны Касра дейтін жерге апарды, түрмеге. Сол жақта 12 күн ба отырдық. Сосын бізді холға жіберді. Сол холда 4 ай отырдық. Почти 5 ай болды уже. Сол жақта отырғанда бізге қазақтар келді, депортқа деп. Бәріміздің атымызды жатып, неше рет жазу, уже неше рет фото түсірді. Сосын автобустар келіп, 2 автобус келіп бізді алып кетті. Казахи сказали, и я начала спрашивать: а сирот забирают? Он говорит: забирают, не волнуйся. И потом я зашла уже, и я узнала, что это казахи. Когда я уже села в самолет, я уже начала плакать. Мне говорили: почему ты плачешь? Я говорила: то, что я не знаю почему, потому что я так выражала свою радость, то, что я наконец-то попаду домой. То, что наконец-то я могу быть спокойна за своих детей, потому что могу выпустить их на улицу и не бояться то, что они в внезапный момент там погибнут, то, что их украдут, то, что их там не убьют. То, что я могу здесь спать спокойно и знать, что утром я могу и проснуться, а не так, то, что я ложусь спать и не знаю, проснусь я утром или нет. Самое первое время ощущала вот это спокойствие, что вот неужели мирное небо есть. Очень жалею, что я поехала. Очень пожалела, да, что туда поехала. Лучше своей родины ничего нет. Бүгінгі күнге 94 адам жерге келген. Солардың ішінде 3 күндік, 7 күндік нәресте бар. Жаңа туылған нәресте. Көп айта бермейді ғой аналары. Бірақ шағымы жаңағыдай огнестрельное ранениемен диагнозы. Керекті шаралар ем-домдарын жасап жатыр. Мысалы, біреулеріне перевязка керек, біреулеріне бір балалардың тағайындалған невропатолог консультациясы ауруына байланысты. Мысалы, басын түсіру керек болады. Компьютерный томография, например, кеше тағайындалған. 8-9 жастағы балалардың диагнозы огнестрельное ранение. Сонымен жатқан балалар бар. Хирургический профильде болғасын, олар перевязка дейміз ғой. Перевязка уақытылы жасалуда. Аяғы ауыр әйелдер бар. Жағдайы қанағаттанарлық. Сұрағанымызда шағымы жоқ. Бірақ гинеколог көруінен өту керек. Оғанда гинеколог консультация тағайындалды.
енді күтілуде. Осында келгендеріңе қуанасыңдар ма? Иә. Ол жақта қалай болды? Қиын ғой. Я работала с детьми, начиная от 6 месяцев, завершая 12-летнего возраста. Невзирая на разницу возраста, у всех этих детей по рисуночным проективным методикам, психологическим, проявлялись все признаки тревожности, страха. Вы знаете, каких-то определенных фобий, страхов. Но самое главное, по результатам тестов мы обнаружили в процессе общения с детьми, у многих детей проявлялись и признаки социально-педагогической запущенности, задержки психоречевого развития, начальной стадии олигофрении, умственной отсталости. Это было, конечно, связано с тем, что мамы осуществляли свою беременность в очень ужасных условиях войны, то есть проявлялась патология беременности. Многие женщины рожали детей в подвалах, то есть без участия врачей, акушеров, гинекологов, без оказания медицинской помощи. Ол жақта мектеп болған жоқ. Детям не давали того гармоничного нравственного воспитания, которое должен был получить любой ребенок, родившийся в той или иной семье. Поэтому, когда дети прибыли к нам, первоначально мы видели, насколько они были подавлены, насторожены, находясь в состоянии страха. Например, пролетал самолет над лагерем, увидев самолет, они убегали, прятались под столами, под кроватью. Настолько у детей был такой вот ужас. Біз бесеуміз, екеуі мамамен кетіп қалды, үшеуміз қалдық. Папам білмеймін, курттарда болды, қазір білмеймін қайда. Кіріп болмайды. Оқып жазу білесің бе? Жоқ. По проективным рисуночным тестам, которые мы проводили, у детей больше всего превалировали такие цвета, как черный цвет, темный цвет, фиолетовый цвет, серый цвет. Все свидетельствовало о том, что вот насколько дети находятся в таком посттравматическом депрессивном состоянии. Сурет салған жақсы көресің, сен? Қарындаштарың болды ма сен? Карандаш жоқ болған әпшеді. Суса да карандаш болғанда сол карандаш жоға кетті, енді қыз карандаш өзіңге сатып алды. Сатып алды ма саған? Берді ме карандаш? Қазір саған карандаш беріп осындай үйретеді. Қандай сурет салғанды жақсы көресің? Білмеймін. Халитма қандай түсін білесің бе? Жасыл. Мынау жасыл. Жасыл, мынау қызыл, иә? Түстерді білесің бе? Түстерді, цвета? Дәрет салаға. Түсі қандай болды? Қандай суда жүреді? Түсі қандай болды? Кіркі суға жүреді. Кіркі суға жүреміз, иә? Таза суға жүреміз, иә? Шыққан кезде сен шыққан, көрсем саған таза суға. Кейін. Саған көрсетеміз, да? Таза. Бұл кір су деген ол басқа жақта қалып қойды. Но дети, через какое-то определенное время у маленьких детей мы увидели такие светлые, чистые, счастливые глаза. Насколько дети были очень счастливы, настолько они были радостны, что они оказались в совершенно других условиях, в условиях далеких от войны. Дети попали в нашу среду в условия Казахстана, в условиях данного лагеря, в которых проводилась большая работа по отношению к детям, когда дети стали спать в комфортных условиях, питаться нормально. Впервые некоторые дети даже видели игрушки. Когда видела эти глаза, вы знаете, у меня проявилась такая гордость за свою страну, за свою работу, за то, что и правильно мы сделали, что мы вернули этих людей из Сирии сюда, в Казахстан. Да, я понимаю, что это сложно будет работа, это процесс реабилитации, это работа, которой будут заниматься и силовые структуры, и госструктуры. Но когда мы видели счастливые глаза этих детей, а дети – это будущее нашего народа, вот ради этого стоит жить, потому что дети, они не виноваты. Они не должны отвечать за поступки своих родителей. Саған ұнап жатыр ма осы орталықта? Тамақ береді, бүкіл береді. Арманың бар ма сенің? Кім болғың келеді өскенде? Пока білмедім. Бәрі жақсы болады сенде, күлші.